Слушай, Карин, нам нужно расстаться. Пока. I hate you, I love you, I hate that I love you. Сделайте что-нибудь! Не переживайте, мы вам поможем. Сделаем из вас тройняшку. Ложись, пожалуйста. Ага. Давайте я вам. Не-не-не, я сама. Я сама. Я могу. Сейчас. Ага. Вот, все. Я готова. Вот это! Вот это! Вот это! Слушай, как я худею! Что за дело? Братан, это что, твоя бывшая? Да. Отлично выглядишь. Тигр, своя игра, и он в ней тигр. Боря, куда идем? Куда? Я сейчас научу тебя бабки делать. Здорово, братан. Салам алейкум. Братан, просто пойми нас правильно, мы не местные, мы с Караганды, понимаешь? Портмоне украли, на дорогу денег нету, чем сможешь, помоги на дорогу, да? Да, братан. Ой, ты земляки, блин, я ж тоже с Караганды, я как раз сейчас в Караганду еду. Вместе поедем. Братан, неудобно как-то, мы воняем еще. Да, все нормально, карагандинцы своих не бросают. Я же отец шахтер, мать шахтер, бабушка, дедушка, собака. Братан, шахтер, а? Может, здесь нас оставишь, а неудобно, честно говоря. Да нормально, мужики, вы чё, карагандинцы своих не бросают, земляки. И как мы с Караганды теперь уедем домой? По той же системе, что ты напрягаешь? Братан, мы просто с Алматы, помоги, дай на дорогу. Вот ты балбес, Боряна. Говорят, деньги не пахнут, и мол, счастье не в них. Согласен отчасти, только тут вопрос возник. Если есть вариант, быстро, без всякой возни, нарубить бабла, на, братан, возьми. Азин на 3 топора, азин на 3 топора, азин на. Забудем про зарплату, я чисто для людей, и как бы не соврать им. Нету подводных камней, поднял, потратил. Приветики! Ты в курсе, что 5 утра? Ты где был? У друга. Ни слова больше. Алло, Саш. Алло. А Ваня сегодня у тебя был? Да, у меня. Спасибо. Вот видишь. Заткнись. Алло, Паш. Алло. А Ваня не у тебя случайно был? У меня. Ты чё, нормально все, он у меня вчера был. Ваня был у меня. Ага, у меня. Да он у меня вчера был. Вот, да, он был у меня. Авто слушает? Да, он был все равно. Нас на работе сдержали до утра. Случайно не знаешь, где Ваня? Да, он у меня в соседней комнате спит. У тебя. Я вижу, ты телефон разбила. Доска. Пойдем тебе лучше новый купим. 3-й. Дорогая. Сегодня я превращусь в Клеопатру. Да-да, ту самую. Для начала необходимо нарисовать жирные ровные стрелки и обмазаться всеми золотистыми тенями, которые у вас есть. Волосы должны быть ровными и блестящими. Вот оно чудо! Мы почти близки к преображению. Отрезаем челку к чертям собачьим. Тебя жизнь ничему не учит, тебе же не идет челка. Ты предлагаешь мне быть недоклеопатрой? Наташ, не щади. Принеси ко мне воды, несчастный. Наташа! Привет, моя вселенная. Не обольщайся, я к тому, что вселенная постоянно расширяется. Сегодня прокачаем внутреннее бедро. Чтоб проще влезть в вагон метро. Упражнение называется приседание сумо или плие. Но это уж смотря кто ты по жизни. Тоненькая балерина или... Ноги раскрывай широко, Как глаза при виде бывшего с твоей подругой. стопы наружу, спинка ровная. Ровная, я сказал. И приседаешь до состояния параллельного. Бедро в тонусе. Кстати, есть альтернатива. Вот это поможет. Нет, не разжиреть, мой глупыш. А получить реальный шанс сыграть с футболистами Сборной.
Вот там твои бедрышки точно будут молить о пощаде. Все подробности в описании. Саша! Что? Углеводный коктейль. Всем здрасте, я Лариса. И я мать 7 детей. Ой, что сейчас расскажу? Это ужас! Короче, во дворе на качелях сидели упыри малолетние. А мой сыночка младшенький стоял рядом и на них смотрел. Ну, явно покататься хотел. Ну, я подошла к ним и говорю: ну-ка, свалили, говорю, с качели, у меня сыночка качаться хочет. А они отвечают: рядом свободные качели, пусть туда и идет. Совсем молодняк какой! Мама, кто такой идеальный муж? Доченька, он вовремя приходит домой, моет посуду, убирает квартиру, следит за детьми. Я поняла, мамочка, ты идеальный муж. Вот, короче, говорю я этим придуркам: он тут качаться хочет. Минуточку, блядь. Так рядом, говорит, свободно. Слышь, говорит, ты лучше иди побегай. Вон тренажеры для вас, для жирных придумали. А ты, говорит, что улыбишься, иди прыщи подави. А вы, говорит, почему ругаетесь при детях? Сидит на качеле, малолетняя фифа. Иди, говорит, домой прокладки поменяй, девочка. Вот у вас, говорю, когда дети будут, такие же свиньи будут. Это, говорю, детская площадка вообще-то. Так мы, говорит, тоже дети. Ну так идите уроки делайте. Такие мелкие, сука, наглые, я в шоке. Короче, прогнала этих молокососов. Нет, ну никто не хочет меня понять, а я же мать. Здравствуйте, вы готовы сделать заказ? Да, можно, пожалуйста, картошку фри, холодник, бургер с курицей, спрайт, салат цезарь. Девушка, может, вы запишете все? Картошка фри, холодник, бургер с курицей, спрайт, салат цезарь. Что-нибудь еще? Пока все. Готовы сделать заказ? Не, я еще не выбрал. Бесит, уже полчаса ничего выбрать не может. Ну как вам еда? Все вкусно? Все вкусно, спасибо. Может быть, вам принести водички, стаканчики, ложечки, ножички? Может быть, салфетки нужны? Нет, спасибо, не надо. А у нас сегодня акция проходит. Закажи 10 спиц и получи кусок хлеба в подарок. Официант! Что-то хотели? Здесь на столе пылинки, протрите, пожалуйста, а то я испытываю дискомфорт. Извините, можете подойти? Девушка, можно заказ сделать? Можно счет? Так, 10 рублей и 50 копеек. И никаких чаевых, это их работа. Что ты делаешь? Сижу в Инстаграме. Иди учись, иди работай. Ты кем станешь? Ты вообще не развиваешься. Да что за дурацкие стереотипы? Учись, работай. Я вообще-то не овца вот это, я не иду за всем обществом. Я хочу делать то, что я хочу. Я свободная личность, ясно? А, свободная, значит. Ну все, тогда мы расстаемся. Гуляй. Дай, пожалуйста. Карина? Что тебе надо? А, вот что, значит, сильная независимая женщина. Делаешь, что хочешь. Ну-ну. А что я не независимая? Не идешь по канонам. Я независимая, я сильная и независимая. Вон возьму хлеб, заберу у голубей. Ну все, теперь у меня есть фен. Импортный. Блин, еще купила его в профессиональном магазине. Где холодный воздух? Где пар вокруг? Бедный стол, уже шатается. Вон у Ирки уже давно гладильная доска. Гладишь так гладишь. Вон у Катьки уже давно парогенератор. Ну куда я могу ее рвать? В туалет? Че, хорошая бумага. Туалетная бумага с анекдотами? Ну это даже смывающаяся втулку переплюнула. Всем большой привет, дорогие мои друзья! А сегодня я хочу вам рассказать, где тусуется самый смешной контингент, а именно в каких заведениях они постоянно кушают. Там, где кусок мяса стоит не 300 рублей, а, например, 2300. Или, например, салатик, да, вот я люблю цезарь салат, допустим, не 350, а 850. Ну, в общем, вы поняли, там, где средний чек примерно 4-5 тысяч. Вот именно там собирается этот самый смешной народ. Это те люди, которые только что приехали с переговоров от самого президента. Это такие люди, у которых на столах лежит телефон, сверху телефон, рядом планшет, вот здесь ноутбук, здесь ключи от машины, здесь от квартиры. Вам что, больше сложить некуда? Обязательно у мужиков должна лежать барсетка, на которой сверху будет лежать очень-очень толстый портмоне. Вот эти дешевые принцессы, которых привели туда мужчины, они сидят с очень пафосным, недовольным лицом, соревнуясь с соседками, у кого длиннее губы. И это все, где средний чек 5000 рублей. Не просто, ну просто чисто интересно. Что тогда происходит с людьми, когда они приходят в заведение, где средний чек, например, 25 тысяч рублей? Игорь! Чего завизжала, свинка Пеппа? Я свинка Пеппа!
У нас еще давно не было рубрики «Советики от парней». У нас вообще никогда такой не было. Тем более. Что вас, мужчин, бесит в женском макияже? Первое, тоналка-вакханалка. Да как? А, вот так? Да, этот подходит только Колобку, потому что у него кроме лица больше ничего нет. А у вас еще есть шея, которая по цвету совершенно другая. Ну где тут что видно-то, где отличается? Второе, борзая помада. Это когда помада выходит за берега твоих губ. Нет! Вот и нижнюю еще, смотри. Вы что, думаете, мы не видим истинный контур ваших губ? Он же просто кричит о своем существовании. Так и хочется ему сказать: не переживай, бро, я тебя вижу. Губы таким образом не выглядят больше. Они выглядят так, как будто вы пытались без рук съесть банку клубничного варенья. Третий, вот этот ваш, которым вы смазываетесь, чтобы блестеть хую. Хайлайтер. Вот, хуйлайтер. Иногда хочется в твою скулу посмотреться как в зеркало. Подожди, не двигайся, дай мне прочесаться. Четвертое. Ваши брови. Вы иногда делаете их такими толстыми, что если туда подрисовать лапки, получится два жирненьких енота. Пускай они подерутся между собой. Ой, не надо их драть, не спарингуй енотиков. Самое бесячее в женском макияже, что под ним живет совершенно другой человек. Иди сюда, маленькая врушка. Вот, совершенно другой человек. Но я тебя все равно люблю. Последние новости, девки, Димку я уже бросила, ко мне заливает параллельно Сережка и Вовка. Но по секрету я целовалась с Валеркой. Ты тупо королева. У него такие кубики пресса. Как думаешь, Ксюх, я ему нравлюсь? Блин, я буквально вчера записалась на курсы глубоких отношений. Вот я туда схожу, послушаю и все тебе расскажу. Все правильно, детка, такая умная. А у меня тоже есть история. Я недавно варила суп, и дома не оказалось капусты. Но на удивление и без нее получилось вкусно, представляете? Ксюша, это ты ее позвала? Так о чем мы там? Мой мне такой на этой неделе предложение сделал. Я такая: фу, не хочу, не буду. Ауч! А у меня тоже такая история приключилась, не поверите. Была, значит, в магазине, а там кассир спрашивает меня про пакетик. Наглец. Знает же, что я всегда свой ношу. Как думаете, это был флирт?